Все разговоры об объективной подаче материала на самом деле большое жульничество. Единственная объективность, которая находится в моих руках, это моя субъективность. Честно, это то, что я чувствую, что я вижу, что со мной в этот момент происходит. И это безусловная объективность. Поэтому чем субъективнее фильм, тем он объективнее. Это парадокс, но это так. Столько людей, сколько вышло в этот вечер на улице Минска, я не видел уже давно. Больше 15 лет. Не завидую репортерам. Вечно мотаешься, как угорелый, лезешь куда ни попадя, и все ради пары-тройки удачных кадров. Но справедливости нет. Ты мучаешься, а везет кому-то другому. Вот, например, явно не профессиональная камера, чуть ли не мобильный телефон. Все дергается, размыто, но это лучший кадр. На нем видно главное. По этому плану можно понять, сколько здесь людей. От Дворца профсоюзов до Дома правительства почти 1,5 километра. Ширина проспекта 48 метров. Выходит, что площадь этого пространства больше 70 тысяч квадратных метров. А значит, эту формулу еще древние римляне вывели. Здесь больше 60 тысяч протестующих. Часом раньше в Беларуси закончились очередные президентские выборы. И эти люди уверены, что их в очередной раз обманули. А вот этот человек уверен в обратном. Ну как же, он только что проголосовал сам за себя и уверен, что так проголосуют еще 80% белорусов. Как обычно. А то, что волнуется и потеет, так это от провокационного вопроса. Выйдут люди с протестом на площадь или не выйдут? Не переживайте, никого сегодня на площади не будет. Те, кто не знает белорусских реалий, удивляются. На каком основании вы говорите о фальсификациях? Это ведь надо доказать. Но поговорите с любым из протестующих и услышите простые встречные вопросы. А почему в составы избирательных комиссий не включают оппонентов власти? Почему независимым наблюдателям не дают реально контролировать подсчет голосов? И, наконец, почему запрещают независимые экзит-пулы? Если это делается не ради фальсификаций, то ради чего? Посмотрите на этих людей внимательно. Большинство из них с высшим образованием и уж точно могут сложить 2 плюс 2. Что же касается площади, то впервые это слово в его провокационном смысле во весь голос прозвучало в 2006-м, когда он шел на свой 3-й президентский срок. Конечно, тогда, как и в этот раз, голоса считала не эта гнилая интеллигенция, а достойные, специально обученные люди. Но все же не зря его грызли сомнения. Тогда ведь тоже десятки тысяч вышли на площадь с протестом. А ведь со времени первых выборов, которые он честно и триумфально выиграл, к 2006 году прошло всего-то ничего, каких-то 12 лет. Ваши первые шаги. Я уже сказал. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Положа руку на сердце, сегодня вряд ли можно найти президента, который выполнил хотя бы половину своих предвыборных обещаний. Так что в этом смысле наш уникален. Свою половину, вторую, он выполнил, разобрался со всеми остальными. Что же касается первой половины, разобраться с жуликами, то здесь все не так-то просто. И этому есть объяснение.
Как-то раз, перелистывая журнал «Огонек», я наткнулся на статью о Российском национальном фонде спорта. Напомню тем, кто забыл. Была в России такая криминальная структура, которой управляли бандиты и генералы КГБ. 70% водки и сигарет от всего выпитого и выкуренного за те годы в России ввозили коммерсанты этой структуры, имея таможенные и акцизные льготы. Деньги были шальные, миллиарды долларов. Они потом еще долго друг друга стреляли, взрывали, а тогда мало кому известный фонд превратился в мощнейшую финансово-промышленную систему, подтверждая на практике гениальный ход мыслей одного из главных разработчиков идеи этого фонда, господина Яновского. В этой светлой голове зарождались контуры концерна Авека М и, внимание, очертания предвыборной программы будущего белорусского лидера Лукашенко. Я иногда думаю, а что, если эта случайно проскочившая в статье информация на самом деле правда? Тогда все последующие действия молодого президента выстраиваются в строгую логическую цепь. Он просто творчески развил идеи фонда. Ну, спрашивается, зачем выпрашивать таможенные и акцизные льготы? Нужно просто убрать границу. Ну, вроде как возрождаем Советский Союз. Многие и в Беларуси, и в России встретят это с восторгом. Поднимем старый добрый флаг, уберем национальную символику, и все, мы едины. И вот он, торжественный заключительный акт реализации этого бизнес-проекта. Надо сказать, что в те годы идеи Национального фонда спорта в России уже приобретали поистине государственный размах. Не задерживайте больше ни на минуту никого. А белорусский президент не просто это почувствовал, он решил это возглавить. Именно тогда, в узком кругу, он однажды признался, что Беларусь для него – это пройденный этап. После этого начались укрепления непрофессионалов-хлуев при власти. И это первое, да, что уровень некомпетентности, он как-то одномоментно стал доминировать. А второе – это то, что, в общем-то, не видно было людей, которые действительно бы думали о национальных интересах государства. Нет-нет, да я слышу рассуждения о том, что вот, мол, нынешний президент является защитником суверенитета Беларуси. Это вранье. Независимость отстаивали его оппоненты. Сначала в парламенте, а после, когда парламент был де-факто уничтожен, на улицах и площадях. А Александр Григорьевич все эти годы суверенитет наш сдавал. Сначала осознанно, планировал сесть на трон в Кремле, а потом вынужденно, так как довел экономику до абсолютной зависимости от восточного соседа. Уже тогда это многие понимали и начинали бороться за свою страну. Старые кадры, им 15 лет. Те молодые парни и девушки, которые сегодня выходят на площадь, тогда были еще маленькими. А это их дедушки и бабушки, мамы и папы. Только на 15 лет моложе. Молодые должны знать, площадь начиналась тогда.
Но вас же Бога не рада, теперь ж Бога нет. Когда на центральном стадионе Минска появились вот эти молодые виртуозы, мало кто осознавал, что это формируется президентская служба безопасности. Им аплодировали, а они тренировались бить тех, кто аплодирует без президентского разрешения. Интеллектуалы оттеснялись на задворки истории. В лидеры выходили те, у кого черепа были крепкими, а мозг не боялся сотрясений. И все, что могло превратиться в силовую структуру, немедленно в нее же и превращалось. Например, телевидение. Эти кадры уже хрестоматийные. Я понимаю, смотреть на них уже сил нет. Но это нужно посмотреть, чтобы понять то, что последовало сразу после. Что-то такое, ну Давно замечено, что президент, мечтающий править пожизненно, просто обязан захватить Центр избирком и поставить туда того, кто умеет правильно считать. Семен Иванович, извините, мы выполняем приказ. Не будете пропускать? Нет, именно нет. Семен Шарецкий, председатель Верховного Совета, второй человек в государстве, в этот момент понял, что второй-то он второй, но уже и последний, потому что в стране есть только первый. Прокурор, генеральный прокурор республики. Разрешите тогда нам связаться? Пожалуйста, связывайте. Разрешите мне. Вы только пропустите нас и связывайте. Вы же на уголовное дело работаете. Вы это хоть понимаете ли? Не надо рекламировать шоу. Не надо, чтобы сегодня вы пропустите нас, пожалуйста. Я все понимаю. Если понимаете, пропустите нас, Михаил Михайлович. Мне как генеральному прокурору пройти и посмотреть, что делаете. Вот, смотрите, у меня есть приказ. И что у вас приказ? Я обращаюсь ко всем, я обращаюсь к мировой общественности о том, что в республике начался захват власти неконституционным путем. У Центра избиркома выставлена охрана. Неизвестно, какими людьми. Моего прилета никто в Центр избирком не должен зайти. Вы слышите, о чем говорит? Я говорю то, что есть. Вы знаете, что есть? Задаю отчет своим словам. Что есть закон, или не знаете? Я думаю, что до 17 часов ничего не изменится. Эта сцена – ключевой момент нашей истории. Убрав Виктора Гончара и поставив Лидию Ермошину, будущий последний диктатор Европы на долгие годы обеспечил себе нужные результаты на любых выборах и референдумах. Что нет? Я не пропущу никого. Вы меня не пропустите? И вас. Фамилия ваша как? Глебович. Куда приходит к власти? Надо. Кто старший? Вы или он? Я старший. Кто Николаевич? Он не представился. Я заместитель начальника службы безопасности президента. И что? Что здесь? Президент сидит. Президент или безопасность президента состоит? Здесь не состоит безопасность президента. Вот есть его указания. Вот для чего была создана служба безопасности президента для захвата власти. Я это заверяю. Прокурор,
нет. Говорю, как председатель Верховного Совета. Вот для чего это была служба. За такой охраной можно подумать о результатах референдума. И та ложь, о которой говорил президент, что у него только 3 охранника. Ребята, прошу никого, я прохожу и посмотрим, что там есть. Открывается Андрей Иванович, у нас, пожалуйста, тоже. Ну и больше никого. А где Гончар? Виктор Иосифович, как председатель Центризбиркома, иди на свое рабочее место. Может, отойдем, а то было очень жаль. Друзья, я вас попрошу, вы все идите, пожалуйста, вниз. Куда? Ну, вниз пока. Идите, не стойте тут, не делайте этой вот. Давайте мы снимем сейчас это мое напряжение. Пожалуйста, я вас попрошу. Самолюбие Шарецкого было удовлетворено. Его в кабинет пустили. Правда, без Гончара, но это детали. Зато Семен Григорьевич снова почувствовал себя вторым человеком в государстве. Я думаю, что в тот момент, в 1996 году, в ноябре, призови Шарецкий к акциям мирного сопротивления и мирного протеста, да, он бы нашел очень большую поддержку. И в тот момент, вот давайте вспомним, еще существовало телевидение. Мы смотрели заседание Верховного Совета по телевидению. И часто в прямом эфире. И это не нужно было бы тратить колоссальные усилия для того, чтобы разнести эту информацию. Существовало радио, которое разносило бы моментальную информацию. То есть нужен был волевой импульс для людей, которые готовы были к каким-то действиям. Импульса не случилось. Людей, стоящих перед домом правительства, попросили разойтись. Следующий в кабинет председателя Центризбиркома войдет Лидия Ермошина. Тем не менее, пока что интрига сохранялась. Дело в том, что президент Беларуси столько раз наплевал на Конституцию, что даже суперпокладистый Верховный Совет решил начать процедуру импичмента. Чашу терпения переполнило желание нашего гаранта с помощью очередного референдума окончательно подмять под себя законодателей. В это нелегкое для страны время, конституционный кризис все-таки, на помощь, конечно же, пришла Россия. Соглашение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и Верховного Совета Республики Беларусь об общественно-политической ситуации и о конституционной реформе в Республике Беларусь от 22 ноября 1996 года. Стороны пришли к компромиссу. Решения референдума будут необязательными, а процедуру импичмента Верховный Совет не начнет. Вот видите, справа Шарецкий. Он опоздал, но подписать соглашение, к сожалению, успеет. Была ночь. Не спали только самые стойкие. Не спал Геннадий Карпенко, как чувствовал. А остальные спали. Спали репортеры, журналисты, публицисты, стрингеры. Спали акулы пера. Спал Петр Кравченко, в прошлом министр иностранных дел, а в будущем посол в Японии. Интересно, что ему снится? Может, Фудзияма?
гарантом соглашения сторон стала Россия. И в этом была главная интрига. Действительно, помнит кто-нибудь, когда эта Россия гарантировала выполнение хоть какого-нибудь соглашения? Консультации. О чем договорились? Значит, уважаемые журналисты, мы очень благодарны нашим российским коллегам, братьям, которые приехали к нам. У наше нелегкое такое время. Я вчера, выступая в Смоленске, говорил, что когда человеку трудно, ему нельзя быть одному. В отличие от Шарецкого, Александру Григорьевичу как раз-таки хотелось остаться одному. Ну, совсем одному, чтоб без никакого Верховного Совета. Поэтому с утра все было готово для завершающего акта комедии под названием «Конституционный кризис». Согласно соглашению, процедура импичмента так и не началась. И пора было доставать из рукава свой главный козырь – пропрезидентскую фракцию «Согласия». Вот ее руководитель, друг детства президента Коноплев. Видите, как взрослый со спутниковым телефоном идет прямо к трибуне. Понимаете, с кем он говорит? А, вам смешно? Ну ничего, сейчас еще и не так посмеемся. Уважаемые депутаты, сейчас предлагаю прекратить совещание, сделать перерыв и спокойной обстановке все обсудить. В тот момент Виктор Гончар был один из немногих, кто понял, а что же на самом деле произошло. Тут нечего комментировать. Президентская фракция «Согласия», вот парадокс, сорвала голосование по постановлению для реализации соглашения, которое было вчера подписано президентом, председателем Верховного Совета и руководством России. И после этого кто-то говорит о какой-то искренней позиции и о желании достигнуть соглашения. Фракция «Согласия» сорвала соглашение, подписанное президентом. Вот и все комментарии. Конечно, очевидно было, что это трагедия, очевидно было, что это исторический поворотный пункт в истории Беларуси. И вот эта вот обываловка в Верховном Совете, когда даже принятые договоренности, уже как бы согласованные, были опрокинуты, потому что не было задачи договариваться, была задача ломать и брать власть безраздельно. И лидеры оппозиции на тот момент не поняли, что народ готов был защищать то, что было добыто до, какие-то либеральные ценности, не демократические еще, да. Вот это готов был защищать себя и их. И не было народа на улицах в тот момент такого, который в том количестве, которое должно было быть. С той поры я не раз слышал, что президент Беларуси – сильный политик. Что ж, если умение обмануть – это сила, то я согласен. Тем более, что с помощью именно силы обмана он привел Беларусь к диктатуре.
Такого шанса с 96 года уже не было. Власть это подтвердила. Убийство из-под тишка лидеров оппозиции, самых видных, которые реально составляли конкуренцию Лукашенко. Это произошло потом, да? То есть после того, как в этот момент власть победила народ и оппозицию. А потом наступили тяжелые времена. Начали исчезать оппоненты Лукашенко. Исчез Виктор Гончар, исчез генерал Захаренко, исчез друг Гончара, предприниматель Анатолий Красовский. Странной смертью умер Геннадий Карпенко. Исчез оператор Дима Завадский. Прошел слух, что в Беларуси действует эскадрон смерти, как когда-то на Гаити. Помните Грэма Грина, роман «Комедианты»? В это не хотелось верить, но факты говорили сами за себя. Страх снова загонял людей на кухне, и только немногие преодолевали его и выходили на улицы. Прошло 10 лет, и выросли дети. Пять лет назад в палаточном городке на площади этих ребят было немного. Но любой, кто заглянул в их глаза, мог увидеть те десятки тысяч людей, которые шли к Дому правительства зимним вечером 5 лет спустя. Они собирались кто колоннами, кто поодиночке, и шли на площадь. И их становилось все больше и больше. Более того, к тому времени кандидат в президенты Лукашенко, по-видимому, уже знал, что он безнадежно проигрывает. По всем подсчетам выходило, что должен быть второй тур, а для него это неизбежный крах. Сейчас критический момент, потому что наступил крах отношений, выстраиваемых олигархическими группировками в России, лукашенковскими группами в Беларуси, так называемое союзное государство. Это не просто крах этого государства, это крах отношений, которые вот работали по этим серым схемам. Цели России не стоит, наверное, называть, они не менялись. В общем-то, экономическая экспансия есть экономическая экспансия. Денег много, девать некуда. Здесь пока не давали приватизировать ничего. Цели Лукашенко сохраниться у власти. Но он не может сохраниться у власти, не пойдя на либерализацию серьезную. Он сейчас хочет там копеечной либерализации купить Европу. Не завидую я тому умнику из администрации, который провокационно нашептал президенту, что, мол, если позволить оппозиции месяцочек поагитировать, то ничего страшного не произойдет. Еще как произошло. Наблюдая этот разгул демократии,
В администрации, небось, все в панике были. Не дай бог увидит гарант эту агитацию. Точно, всех поувольняет или вообще головы пооткручивает. Многолюдные и веселые пикеты оппонентов на фоне унылой и безлюдной агитации за самого себя, бесконечно любимого и всенародно избранного, наглядно продемонстрировали звериный лик демократии. И лик этот гаранту был не просто неприятен, он вызывал внутреннюю ярость по отношению к тем провокаторам, которые его на это подбили. А тут еще теледебаты, на которых чего только не говорили. Один Статкевич чего стоил. Я готов взять на себя ответственность за площадь. А ты верни, что украл. Верни нам выборы, а то мы сами придем и их отнимем. С такой угрозой глупо было не считаться. А вдруг и правда отнимут? Нет, надо было срочно принимать действенные меры. Тем более, что кое-какой опыт уже был. 5 лет назад председатель КГБ Сухаренко уже этот опыт демонстрировал на печально знаменитой пресс-конференции. Ну а чтобы опять не последовали обвинения в наш адрес в очередной провокации, предлагаю посмотреть признательные показания одного из боевиков, прошедшего обучение в спецлагере, расположенном, по его словам, на территории Грузии, и другие сюжеты. Пожалуйста, Олег Николаевич. Заявляем органам государственной безопасности о том, что нас готовили для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. Ну, допустим, чтобы отравить население, надо было словить крысу или мышь, убить ее и кинуть в ведро с водой. В течение 2 недель она там лежит, разлагается, вода получается отравленной. И влить ее в систему водоснабжения. Несмотря на то, что в среде силовиков Степан Сухаренко слыл интеллектуалом, над этой его задумкой, крысой, потом смеялась вся страна. Ну что поделаешь, нет фантазии у этих отморозков. Пришлось думать опять. Придумали. Распоясавшаяся толпа отморозков на глазах у всего так называемого цивилизованного мира должна разгромить дом правительства. Проблема, как это сделать? Ведь соберутся они на другой площади. Тоже нашли решение. Видите? Это колонна кандидата Некляева. Они везут на площадь звукоаппаратуру. Ну и что мы будем ходить? Идем на площадь, отстаивать свои права. Я кандидат. Ситуацию. Да. Вот поэтому, пожалуйста, посмотрим машину вашу. Не надо нашу машину смотреть. Я вам скажу, что на нашей машине радиоаппаратура. Никуда мы не пройдем. Вы нарушаете закон. Пожалуйста, проходите. Отгоните машину, мы требуем. Отгоните машину. Не создавайте инцидент. Все, раз, два, три, народ. Погнали. Раз, два, три. Не создавайте инцидент. Два, раз, два, три. Лезь камеру, блядь! Выключи камеру, блядь! То, что народному поэту и одновременно кандидату в президенты Некляеву дали по голове, это и хорошо, и плохо. Хорошо, что все-таки дали. Давно руки чесались. А плохо, потому что, вон он, без сознания, на площадь явно не попадет. И за что его потом судить? Опять придется думать. А вот на площади все сделали элегантно. Врубили музыку на всю мощь,
Так что ни хрена не слышно. А потом поставили хилую цепь гаишников. Ну, якобы сюда нельзя. Ну, народ туда и рванул. Пойдем на перемогу у Дому Рада. Подтримайте нас. Будьте разом с нами. Жалко, только гаишников не побили. Да и витрины на проспекте не тронули. А так была бы полная красота. Белорусы сюда! Но чтобы стекла начали бить, пришлось зазывалу поставить. Выделили специального человека. Белорусы сюда! Сюда. А никто и не побежал. Только операторы с камерами. Прокол. Хорошо своих подготовили. Эти стекла, идиоты! Так народ, вместо того, чтобы увлечься, оттаскивать их стал. И вон, слышите, кричат назад, назад. Вас провоцируют! Это провокация! Ну что ты с ними будешь делать? А подготовленные, те вообще тупые. Да еще кандидат Римашевский, вместо того, чтобы стекла бить, наших подготовленных отгоняет. В общем, что остается делать? Ну, тут, конечно, двух мнений быть не может. Конечно же, бить. Хотя жалко. Могло все красивее получиться. И телевидение тоже отличилось. Вон, гляньте сюжетик. В отделении экстренной хирургии МВД сейчас находятся пострадавшие, которые получили травмы различной степени тяжести при исполнении служебных обязанностей. Интересно, эти идиоты на ТВ, они хоть понимают, что показывают? Если пострадавшие при исполнении, то почему они в штатском? И если они в штатском, то кто же их бил? Наша акция была исключительно мирной и ненасильственной. Мы сформировали переговорную группу, которая намеревалась провести переговоры с руководителями силовых структур. Тем не менее, к площади Независимости были стянуты войска спецназа, внутренние войска ОМОН. Все они пошли в наступление. Толпу стали рассекать, стали избивать. Мой муж Андрей Санников сильно избит. Мне тоже досталось, к счастью, не так сильно. Мы сейчас едем в травмопункт. Ой, извините, нас останавливает машина ГАИ. Так, похоже, нас будут паковать сейчас. Пакуют. Ой, меня вытягивают. Меня вытягивают в травмопункт. Вы что? Что вы делаете? Что вы делаете? Муж лежит на земле. Уроды! Суки! Фашисты меня бьют по лицу! С Андреем, я думаю, действует классовая ненависть. Ты, сволочь, вон работал. Ты, стало быть, у нас языками владеешь. А, да ты еще и с женой живешь. И в любви. Ну так получи вот за это все. Сразу после ареста стало известно, что сына Ирины и Андрея, маленького Даника,
собираются отнять органы опеки. Действует вся та же схема. Любое ведомство в стране по приказу свыше превращается в силовую структуру. Себя бы я им простила. Я действительно обрела опыт, очень важный, нужный. Но вот того, что с моим сыном творили, вот этого я не прощу. Они же тоже прекрасно знали, что сын без присмотра не останется, что у него есть 2 бабушки, дедушка, что у него есть старший брат, сын Андрея от первого брака. Вот, соответственно, у него есть там тети, дяди, у него полно родни, и все просто готовы его из рук в руки рвать, чтобы только о нем позаботиться. Нет, они устроили эту историю с опекой совершенно показательно. Вот. Это я узнала о том, что сына могут забрать на допросе 29 декабря. А мой муж, как оказалось, узнал об этом сразу. Начальник СИЗО не поленился прямо 24 декабря его вызвать и об этом ему сообщить. Значит, это была просто составная часть вот этого вот... Пытка? Да. Не по отношению, причем ко мне, а по отношению к моему мужу. Потому что я узнала об этом от адвоката. Мне никто ничего специально не говорил. Мне об этом не говорили. Вот. А мужу сказали сразу. Значит, все-таки главной мишенью был все-таки он, а не я. Если судить по росту промышленного производства автозаков, то Беларусь, несомненно, безоговорочный мировой лидер. Сотни людей были арестованы в ту ночь на площади. Аресты шли до самого утра, и многих забирали прямо из дома. В 5 утра они почти вломились ко мне в квартиру, и вломились бы, дверь не смогли открыть. Сам открыл дверь, потом в лучших традициях песен Галича и реквиема Ахматовой меня проводили в Воронок. Ну и довезли благополучно до этого здания, посадили в одном из кабинетов, как я потом узнал, следственного управления. Я сижу там в окружении каких-то конфискованных компьютеров, столы заваленные всякой техникой. Я же еще не знал, что туда уже свезли всю технику, чуть ли не там всей компании «Говори правду». Ну и сижу, и напротив меня сидит один из тех оперативников, которые меня брали. А я ж страшный человек, создатель шпионской сети, мозговой центр преступного сообщества, финансовый директор Никляева. В общем, расстрел – это тот минимум, который меня ждал по всем параметрам. Я всего этого еще не знал. Он сидит, смотрит на меня с ужасом. А он из Витебска откуда-то приехал. Их согнали со всей страны. И смотрит на меня вот так. И потом не выдерживает. Да как вы посмели? Да откуда вы все взялись? Да что вы для страны все вместе сделали? Я не выдержал. Я так на него орал. Я говорю, это мы откуда взялись? Да, говорю, деду Андрея Санникова, создателю Белорусского театра, мемориальная доска висит. Уже при этой власти, кстати, повешенная. Песни деда Ирки Халиб до сих пор страна поет. Про Никляева. Ну, уберите его песни из репертуара, ничего не останется. Мы откуда взялись? Да у нас докторов наук в оппозиции больше, чем в любом университете. А вы кто такой? Что вы сделали? Мы строим социальное государство. Я говорю, вы старовой того 70-летнему герою труда. Скажите, что вы строите социальное государство. Когда это социальное государство человека, жизнь угробившего на то, чтобы людям лучше жилось, в тюрягу посадило на 2 года. И отсидел. Дед ни за что, дважды герой. А ему памятник должен был стоять на родине. Он на меня
смотрит с ужасом. И я понимаю, он всего этого не знает. И он сидит, уже смотрит на меня растерянно. Я понимаю, что у него как бы вот в программу минимум входило там вести среди меня агитационную работу, чтобы я прямо там проникся ощущением собственного ничтожества. И в этот момент заглядывает кто-то явно старший, вид растерянного его и злобного набычившегося Федута, который еще что-то как бы гудит на нем. Его быстро поменяли, но новый начал то же самое. И получил то же самое, и тоже замолчал. Кстати, насчет социального государства. В успешности его строительства в Беларуси любой желающий может убедиться, заглянув в интернет. Вот в течение минуты пенсионеры расхватывают все молоко. Минута. И это еще не рекорд. Рекорд 20 секунд. Тоже есть в интернете. То соль пропадет, то сахар, то еще какие-то товары. Даже отечественное производство. Это все, может быть, и было, уже сегодня не так, но это же было, когда хватали все. В Бресте у Сумара соль развезли, потом эта зараза пришла до Минска. С Минска началась тенденция скупки сахара и спичек. Но когда уже уксус начали скупать, я позвал ответственных людей и спрашиваю: слушайте, у нас водка в магазинах есть? Есть. Ажиотажа нет? Нет. Я говорю, это зачем уксус скупают? Я уже грешным делом подумал, народ уксус начал пить от расстройства. Уксус это что? Вот народ бежит занимать очередь за валютой. Дело происходит весной. Людям хочется в отпуск, к морю. А с белорусскими зайчиками кому мы нужны? Справедливости ради скажу, что сейчас валюта опять появилась, но я думаю, ненадолго. Скоро опять исчезнет. Селяви. Но как мне было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан, и мне все: а что там у тебя происходит? А россияне ж показывают там на каналах, как у нас снимут одну полку пустую и крутят везде. Что у тебя? Война началась, соль скупают, спички, полки пустые. Я у президента спрашиваю: слушай, откуда ты это все взял? Да включи вот этот канал. Включаю, действительно. Мне стыдно было впервые за свою долголетнюю президентскую историю за людей, части людей, которые создали этот ажиотаж. Ведь нас воспринимают вообще как дикарей, а еще специально это подкручивают. Нет, все же Беларусь – это страна парадоксов. Возьмите президента. Довел экономику страны до банкротства, а стыдно ему не за себя, а за белорусский народ, который он же и довел до ручки. С другой стороны, вот аплодисменты. Обычно ведь аплодируют в знак одобрения, а у нас это жест крайней нелюбви и презрения к власти. Если брать белорусское правительство и в целом общество, пока господствует неономенклатура. Только вот в 1994 году вместо такой столичной номенклатуры к власти пришла номенклатура районного уровня. И вот эта номенклатура, она уже видит, что, так сказать, власть, Лукашенко свое отработали. И теперь очень важно вовремя, тут осталось немного времени, произвести вот этот раздел собственности номенклатурный. Сначала поделить собственность промышленную, предприятия, так сказать, там крупные, прочее. Это произошло в России и в Украине. А второй этап, это вообще удивительно, второй этап, он сейчас происходит в России и в Украине, они пилят землю, они делят землю. Вот вы говорите, осталось не так много времени. И что же их заставляет торопиться? Дети выросли, и детям надо уже что-то серьезное. Вот дети и требуют: папа, давай делить. Если бы только делить, приходится делиться. Иначе не удержаться, не устоять. И куда-то незаметно испарились мечты о Кремле. Накрылось все медным тазом. И возглавить бизнес-проект «Российский национальный фонд спорта» не удалось. Оказалось, что спортсмены там, в России, свои есть.
Да вы еще какие крутые.